Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаума дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В последнее время все чаще и чаще в различных СМИ, различные известные блогеры, политики говорят о деколонизации России, о распаде России, о том, что Россия это имперское государство, что есть право на самоопределение у народов, у регионов. Все больше и больше об этом говорят, и это прекрасно, потому что когда мы начинали об этом говорить 4 года назад, нас мало кто слушал, над нами смеялись, говорили, что это нереально, все это сказки. Но вот сейчас об этом, наверное, не говорит только ленивый. Об этом говорят как оппозиционные российские политики, либеральная так называемая оппозиция, так об этом говорят и даже сами путинские чиновники, такие как Лавров, допустим, вот недавно говорил. Сам Путин об этом говорил. Поэтому об этом говорят, и это хорошо, потому что чем больше людей об этом говорят, соглашаются, спорят, не соглашаются, об этом все равно как можно больше людей узнает. То есть так называемое открывается окно Авертона, все больше людей вовлекается в обсуждение этой темы. Человек сперва не соглашается, потом ложится спать, как говорится, переспит с этим вопросом, просыпается, и у него уже открываются глаза. А возможно, его просто какие-то события подводят к тому, что да, действительно, и они начинают осознавать, что да, действительно, независимость лучше, чем оставаться в этой империи. Поэтому это очень хорошо, и я считаю, что об этом нужно говорить. И нас часто обвиняют в том, что якобы сторонники независимости, представители национально-освободительных движений не показывают своих проектов будущих государств, не обсуждают свое видение, у них нету ничего проработанного. Но на самом деле это не так, конечно, потому что у всех у нас действительно, у всех практически национально-освободительных движений есть свои проработанные проекты будущих государств, как они их видят, в том числе есть и у башкирского национального движения. И просто когда мы говорили о нем первый раз, представляли, а я напомню, что в 2023 году состоялся онлайн Курултай башкирского национального движения, где был создан комитет башкирского национального движения за рубежом, председателем которого меня выбрали. Там же был предложен проект будущего независимого Башкортостана. Он тогда был принят за основу. Конечно же, не говорится, что будет именно так, как написано в проекте, но я спустя вот уже 3 года смотрю, что вот все, что мы там говорили, все это очень актуально. Ну, возможно, может быть, некоторые моменты я бы сейчас изменил бы, о чем мы поговорим попозже. В любом случае, у нас есть проекты, и мы их представляли, и их живо обсуждали, но просто спустя 3 года многие забыли. А так как в эту тему вовлеклись более новые люди, и, конечно, они тоже хотят услышать о том, что мы предлагаем, какое мы видим будущее независимого Башкортостана. Потому что есть сторонники и прекрасной России будущего, которые говорят нам, что вам не надо никуда отделяться, что вы там все погибнете, сдохнете с голоду, вы там все друг друга поубиваете, повырезаете, уничтожите друг друга ядерным оружием, на вас нападет Китай, вас всех колонизирует и так далее. То есть есть такие представители, вот они нам говорят, что оставайтесь лучше в России, мы вам отсыпем полномочий сколько хотите. А какое они видят вообще будущее своего государства, они об этом не говорят. Никто не говорит, какая она будет прекрасная Россия будущего или не прекрасная Россия будущего, но никто не говорит, как это будет выглядеть. Ну, буквально вот недавно ФБК предложил свое видение устройства государства будущего. Кстати, одним из соавторов этого проекта была Лилия Чанышева, выходец из нашей республики Башкортостан. Но там нету ни слова о национальных республиках, о правах народов, о языках, ничего нет абсолютно. Это полностью имперский проект, где говорится только о Москве и о единой и неделимой России. Все. Поэтому, конечно же, нам такое будущее нам не нужно. Такие будущие государства, которые нам предлагают, единые и неделимые государства, нам тоже не нужно. Мы через все это прошли, мы уже несколько раз подписывали договора с этой страной, с этой империей, с этим государством. Каждый раз мы были обмануты. И мы видим, как рядом живут независимые государства, которые еще вчера были
колониями такими же, как мы. Сейчас они успешно развиваются. У них есть свои армии, вооруженные силы. У них очень достаточно успешная экономика. У них растет численность населения. У них укрепляется язык. Они выступают на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, заседают в ООН. И все у них хорошо. Да, есть некоторые неуспешные государства, такие как Беларусь, там, Туркменистан, Таджикистан. Но, по крайней мере, они хотя бы не нападают ни на кого и никого не пытаются поработить, не захватить чужие земли. Живут и живут в своем мирке. А другие государства все успешно развиваются. Поэтому успешных примеров намного больше. А неуспешный пример — это вот мы сейчас живем в неуспешном примере под названием Россия. И дальше мы не хотим в такой государстве жить. Поэтому у нас есть свое видение, у нас есть примеры, как можно жить. И давайте я еще раз напомню наш проект будущего независимого Башкортостана, чтобы те, которые только недавно подключились к этой теме, к теме деколонизации, к теме независимости, чтобы они могли обсудить этот проект, где-то что-то предложить свое, где-то раскритиковать, потому что мы критику тоже принимаем. Итак, проект будущего независимого Башкортостана. Здесь мы видим карту Башкортостана нашего, но она немножко в административном делении другая. Все правильно, потому что сегодняшние 54 района Республики Башкортостан, я считаю, что это очень много для нашей национальной республики, для нашего Башкортостана. Многие районы не жизнеспособны, они очень маленькие. Я считаю, что нам нужно укрупнение районов, и тогда как бы уже будет более большие такие административные деления. Мы вот поделили на 22. Еще раз говорю, это только проект. Он может быть по-другому совершенно будет, абсолютно по-другому. Здесь мы взяли название будущих административных делений и назвали их кантонами. Это не означает, что мы берем по швейцарскому образцу. Нет, мы берем по образцу Первой Башкирской Республики, тогда тоже административные деления делились на кантоны. Итак, 22 кантона: Нефтекамский, Дюртюлинский, Мишкинский, Бирский, Караидельский, Кудейский, Дуванский, Айлинский, Чекмагушевский, Уфимский, Туймазинский, Бишбулякский, Минскский, Стерлитамакский, Табынский, Катайский, Каратабынский, Юрматинский, Бурзян-Тамьянский, Кипчакский, Тангаурский и Усергянский кантоны. Где-то названия мы взяли старые с Первой Башкирской Республики, где-то есть новые. В общем, вот такое наше видение. Дальше. Башкортостан будет независимым международно признанным государством, территориальной основой которого станут нынешние республиканские границы с возможным уточнением, о которых будет сказано ниже. Да, мы сторонники того, чтобы национальные республики отделялись в тех границах, каких они сейчас существуют. Потом, после обретения независимости, возможны изменения границы с согласия с соседними регионами. Да, нам нужен выход к Казахстану, мы об этом не раз говорили. Но мы не собираемся завоевывать силой, воевать за эти территории, которые нам мешают выйти к Казахстану. Нет, мы, возможно, договоримся так, что можно обменяться территориями. Ну, допустим, взять обменяться с Оренбургской областью или с Челябинской областью. Купить можно. Можно, по крайней мере, договориться так, что Челябинская область, будущие Оренбургская область точно так же станут какими-либо независимыми государствами, и через них транзитом будут идти наши товары. Договоримся о том, чтобы все это было максимально выгодно всем нашим сторонам, и свою, скажем так, свою долю в этом будут иметь, конечно же, и Оренбургская область, и Челябинская область. Ну, в общем, нужно договариваться мирно, потому что мир – это основа всего. Никакие войны нам не нужны, и то, что делает война с людьми, с экономикой, мы прекрасно видим сегодня на примере России. Дальше. Башкортостан является государством, на территории которого исторически сформировался и реализовал свое право на самоопределение башкирский народ. Но я думаю, здесь никто с этим не поспорит. Республика Башкортостан является парламентской республикой. Да, мы видим будущий независимый Башкортостан парламентской республикой, не президентской. Поэтому, еще раз говорю, это наш проект. Вы можете предлагать свои проекты. Дальше. Религия отделена от государства. Являясь многонациональным и многоконфессиональным государством, Башкортостан гарантирует всем гражданам право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Запрещается лишь религиозная или светская активность, направленная против независимости, основ и целостности государства.
Да, действительно, у нас разные живут народы, у нас многоконфессиональная республика. Ну, точнее, скорее всего, я скажу так, что э, у нас в большинстве своем это люди, которые исповедуют православие и ислам. Ислам исповедует большая часть населения, поэтому ислам, конечно же, это ведущая религия. Мусульманские праздники точно так же, конечно же, останутся государственными праздниками. И у ислама будет ведущая роль в республике, но это не говорит о том, что мы там собираемся строить халифат, как вводить шариат. Нет, абсолютно. Будет светская форма правления, и об этом прекрасно говорил и Шмурат Хазрат, и в аспектах у Руслана Валиева, и на своем канале говорил об этом. И если обсуждать роль РПЦ, Русской Православной Церкви, то мы бы, конечно же, я несколько раз говорил о том, что я сторонник того, чтобы запретить РПЦ вообще у нас в республике, просто создать свою отдельную православную церковь, автокефалию, свою автокефальную церковь, которая бы подчинена была бы Константинополю. Ну и, пожалуйста, свои там обряды, все также останется. Абсолютно. Просто РПЦ, на самом деле, конечно, она очень мало общего у них с религией, потому что они пропагандируют войну, они пропагандируют насилие, поддерживают это, благословляют на это. Поэтому я считаю, что, конечно же, РПЦ это зло. Дальше. После провозглашения независимости Республики Башкортостан будет сформировано Временное правительство из представителей гражданского общества. Будет объявлен переходной период, на время которого сохранятся отдельные нормы законодательства РФ. Будет проведена люстрация всех пропутинских сил, все федеральные партии будут ликвидированы, коммунистическая партия будет осуждена и запрещена. Да, я тоже не один раз говорил и пишу об этом в своей книге «Путь к свободе», о том, что на первое время нам нужен будет переходной период, где у правительства, у Временного правительства будут обширные полномочия для того, чтобы провести в жизнь законы, которые бы укрепили независимость Республики Башкортостан. Что это значит? Вот здесь говорили мы о люстрации, что нужно будет обязательно провести люстрацию и привлечь к ответственности тех, кто помогал путинскому режиму убивать людей, сажать, отнимать их имущество, отравлять им сознание пропагандой. Ну, я думаю, что такие люди должны понести наказание. Кто-то уголовное, кто-то административное. Какая-то часть людей будет отстранена от участия в политической жизни Республики Башкортостан. Это будет единственное наказание, что они не будут принимать участие в выборах, не будут избираться и не будут избирать кого-либо других. Но какие еще нужно будет провести законы? Ну, нужно будет создать армию обязательно, укрепить независимость, заключить какие-либо союзы, укрепить экономику Башкортостана. Ну, в общем, то, что сделает Башкортостан действительно независимым государством и порвет полностью с Россией, с Москвой. Да, мы не собираемся там огораживаться там как многокилометровой стеной от России. Нет, конечно же, границы точно так же будут открыты, люди будут ездить друг к другу в гости, мы будем торговать с Россией, у нас живет очень много русского населения. Все будет так же. Единственное то, что они никакого влияния не будут иметь на Республику Башкортостан, на его политику, на экономику. Вот так. И, конечно же, я за то, чтобы мы создали союзы с сегодняшними поволжскими республиками, экономические союзы, там, какие, возможно, оборонные союзы, и также с тюркскими государствами, потому что Башкортостан это тюркское государство, и я вижу будущее Башкортостана в организации тюркских государств. Дальше. Будет оглашена дата парламентских выборов с возможностью создания республиканских партий. Будет обеспечена свобода слова, собраний и представлена возможность для ведения политической агитации. Первоочередными задачами Временного правительства станут обеспечение законности, защита независимости, борьба с коррупцией и построение государственных институтов. Ну, это вот как раз то, что я о чем сказал. После проведения парламентских выборов, да, вот по поводу партий, как здесь уже написано было, что все партии будут федеральные запрещены. Ни одной федеральной партии у нас здесь не будет, у нас будут только республиканские партии. Но я думаю, что коммунистическую партию нужно будет запретить, потому что она действительно сделала очень много зла для нашей республики. Достаточно вспомнить Голодомор искусственный, который она устроила, Дурасвык,
Достаточно вспомнить репрессии, когда он уничтожал нашу интеллигенцию. Поэтому Коммунистической партии действительно будет проведена декоммунизация, будут изменены названия улиц, поселков, городов, площадей. Все эти коммунистические советские названия будут убраны и заменены на наши национальные. Коммунистическая партия будет запрещена, символика коммунистическая будет запрещена, но я думаю, что также, наверное, запрещена, возможно, будет и Единая Россия, потому что это тоже откровенно фашистская партия. После проведенных парламентских выборов и формирования законного правительства будет взят курс на построение демократического правового государства, которое обеспечит равные права всем гражданам Республики Башкортостан. Дальше. Отношения республики и ее кантонов будут построены следующим образом. Кантональные органы власти. Глава кантона и кантональное собрание избираются гражданами республики из числа местных жителей и входят в единую систему органов государственной власти Башкортостана. Возглавляет кантон избранный жителями глава кантона. Ну, то есть, как я уже сказал, что по нашему видению Башкортостан будет делиться на 22 кантона. У этого кантона будет свое собрание, кантональное собрание, куда будут избираться депутаты из местных жителей, из жителей этого кантона. Будет избран глава кантона. Дальше. Кантональное собрание формируется из глав сельских советов или от их представителей. Ну, то есть, кантон будет поделен, конечно же, на муниципалитеты, на сельские советы. И главы этих сельских советов или представители этих сельских советов будут заседать в кантональном собрании. То есть, народ сам будет определять, кто будет от того или иного сельского совета, от того или иного муниципалитета в кантональном собрании представлять этих людей. Ну и там же они будут сами принимать свои законы. Дальше. Правоохранительные органы на всей территории Башкортостана подчиняются республиканским властям. Сразу скажу, что мы не строим какую-либо федерацию, мы не строим конфедерацию. У нас будет унитарное национальное государство Республика Башкортостан. Поэтому, конечно же, в унитарном государстве правоохранительные органы на всей территории Башкортостана будут подчиняться республиканским властям. В кантонах с компактным проживанием того или иного народа возможно устанавливать официальный язык данного народа. Допускается образование, начиная от младшего дошкольного и заканчивая высшим образованием на официальном языке данного кантона. Да, мы считаем, что так как у нас республика многонациональная, помимо башкирского народа проживает много других народов, русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты, эрзи, мокши и так далее. И в местах компактного проживания тех или иных народов официальным языком будет язык этого народа. Делопроизводство будет на языке этого народа. В школах можно будет обучаться на языке этого народа. Ну, допустим, вот татарский какой-то кантон, где проживает много татар, и они там могут от детского сада и заканчивая 11 классом обучение на родном языке. Такого сейчас нету даже, такого не было даже и в 90-х годах. В 90-х годах Российской Федерации. И сейчас тем подавно этого нету. Даже высшее образование можно будет на языке этого народа, который проживает компактно на этой территории. Но сразу скажу, что только если частные университеты, частные высшие учебные заведения. Государственные все учебные заведения будут на государственном языке, на башкирском. Делопроизводство можно будет вести на официальном языке. Местные СМИ будут выходить на официальном языке этого кантона. Так что мы, еще раз говорю, за права всех. Государственным языком Республики Башкортостан является башкирский язык. Языком межнационального общения на период в 30 лет является русский язык. Вот здесь, это, еще раз говорю, мы это принимали в 2023 году. Сейчас я бы здесь внес бы немножко изменения. Да, государственный язык Республики Башкортостан только башкирский язык. Это не обсуждается, потому что это территория, где башкиры реализовали свое право на самоопределение. Республика Башкортостан. Государственный язык должен быть один башкирский. Но посмотрите, пожалуйста, на все те национальные республики, бывшие советские союзные республики, которые сейчас отделились. У них у всех
государственный язык один, язык коренного народа. Единственная республика, единственная страна, которая сделала два государственных языка, это Беларусь, которая сделала русский язык таким же вторым государственным языком. Привело это к тому, что сегодня белорусский язык практически отсутствует в Республике Беларусь и полностью доминирует русский язык. Мы не хотим этого повторения, поэтому языком межнационального общения на период в 30 лет, официальный статус у него такой будет, у русского языка. Почему на 30 лет? Я уже об этом неоднократно говорил, потому что за 30 лет мы взрастим, у нас будет время взрастить несколько поколений специалистов в разных профилях, которые бы там медики, юристы, экономисты, инженеры и так далее, которые бы в совершенстве владели бы башкирским языком. Так как на сегодняшний момент башкирский язык загнан ниже плинтуса, он не имеет никакого влияния, не имеет никакого распространения, полностью русский язык захватил все сферы жизнедеятельности нашей республики, очень сложно сразу же все сменить на башкирский язык. Практически невозможно, очень мало специалистов башкирского языка, поэтому русский язык останется функционировать на 30 лет. За это время башкирский язык будет укрепляться и распространяться. Что касается татарского языка, лично вот здесь не сказано ничего о статусе татарского языка. Единственное, как я уже сказал, что татарский язык стал бы официальным языком тех кантонов, где компактно проживают татары. Но я сейчас думаю, что татарскому языку было бы правильно дать статус официального языка Республики Башкортостан. Потому что татары это тоже большая часть жителей Республики Башкортостан. Татары это очень близкий народ к башкирам. Мы можем общаться друг с другом на башкирском, татар на татарском языке и прекрасно понимать друг друга без переводчика. Здесь русский язык нам не нужен. Поэтому сфера влияния наших языков, она будет только увеличиваться, если мы официальный язык сделаем татарский. Я считаю так. Дальше. Ну, как бы все полномочия официального татарского языка, конечно, будут прописаны в законе о языках. Политическое устройство республики и кантонов. Башкортостан – республика, чья власть формируется ее гражданами. Каждый гражданин Башкортостана имеет право голоса на выборах в Госсобрании Курултай, утверждающее правительство Башкортостан, так и в Палату кантонов, представляющую избранную власть кантонов, как в голосовании по одномандатным округам, так и в голосовании по избирательным спискам партий и коалиций. Президент Башкортостана выбирается на совместном заседании двух палат Национального собрания Госсобрания Курултай и Палаты кантонов. Отдельную систему составят органы, призванные гарантировать конституционный строй республики, включая Конституционный суд Башкортостана. В общем, мы видим, в проекте у нас было указано, что наш парламент Госсобрания Курултай будет двухпалатный. Это Национальное собрание Госсобрание Курултай, где будут партии заседать, депутаты от партий, и Палата кантонов, представляющие избранную власть кантонов. И сейчас я думаю, что вполне возможно, что может быть нам двухпалатный парламент и не нужен. Возможно, нам достаточно будет однопалатного парламента, только и депутаты от партий. Не знаю, спорный вопрос, надо обсуждать. Просто почему я говорю, что двухпалатный парламент, возможно, и не нужен будет сейчас на первое время, потому что это затратно. Мы молодая республика, которой нам нужно будет эффективно выстроить экономику свою. Во многом придется где-то ужаться в своих расходах, экономить. А двухпалатный парламент это действительно расходы достаточно большие. Вторая верхняя палата это достаточно большие расходы. Я считаю, что если будет однопалатный парламент, вот допустим Казахстан он был двухпалатный, сейчас он перешел на однопалатный парламент. Ну и вот я считаю, что однопалатный парламент с партиями, которые будут честно избираться, с депутатами от партий, которые будут честно избираться на выборах, я думаю, вполне этого достаточно. Дальше. Высшим органом власти республики, формирующим ее исполнительную и судебную власть, будет двухпалатный парламент Национальное собрание. Нижняя палата парламента Госсобрание Курултай, верхняя палата Палата кантонов. Законы Башкортостана принимаются Нижней палатой Госсобранием Курултай и вступают в силу после подписания президентом. Госсобрание Курултай состоит из депутатов, избираемых по одномандатным округам и спискам республиканских партий и коалиций.
Правительство Башкортостана. Башкортостаном руководит ее правительство. Кандидатура главы правительства вносится президентом и утверждается Госсобранием Курултай, после чего он назначает исполняющих обязанности министров. Верхняя палата парламента, палата кантонов утверждает министров в должности. Госсобрание Курултай может сместить правительство, после чего президент должен внести в него новую кандидатуру главы правительства. В случае неспособности Госсобрания Курултай утвердить нового главу правительства после смещения предыдущего в течение 3 месяцев, президент объявляет досрочные выборы. Президент Башкортостана. Президент Башкортостана, избираемый на совместном заседании депутатов Госсобрания Курултай и представителей Палаты кантонов, выполняет представительские и конституционно-арбитражные функции, представление кандидатуры главы правительства, подписание законов и объявление досрочных выборов. Президент может быть досрочно смещен с должности за превышение своих полномочий на совместном заседании Госсобрания Курултай и Палаты кантонов на основании заключения Конституционного суда Башкортостана. Президент обязан знать государственный язык Республики Башкортостан. Ну, то есть, вы поняли, да, что у нас будет исполнительная власть в лице Госсобрания Курултай, законодательная власть, исполнительная власть будет в лице парламента, кабинета министров, главы правительства, президента. Законодательная власть это будет парламент наш, Госсобрание Курултай, двухпалатный или однопалатный, это пока обсуждается. Будет своя, конечно же, судебная власть, Верховный суд Республики Башкортостан, независимый, конечно же. Будет Конституционный суд Республики Башкортостан, обязательно. Палата кантонов. В палату кантонов, это верхняя палата, избирается по 2 представителя от каждого кантона. Избираются гражданами Башкортостана, зарегистрированных в соответствующем кантоне. Один представитель назначается в палату кантонов от главы кантона. Второй представитель в палату кантонов избирается на всеобщих выборах данного кантона. То есть глава кантона, который сам избирается, может, скажем, утвердить своего представителя в палату кантонов. Второй представитель от этого кантона избирается уже на всеобщих выборах голосованием. Это тоже все обговаривается. Дальше. Палата кантонов одобряет принятые Госсобранием Курултай законы и предлагает ему к принятию законы. Палата кантонов утверждает предложенные главой правительства кандидатуры министров, а ее депутаты участвуют в избрании президента на совместном заседании с депутатами Госсобрания Курултай. Экономика независимого Башкортостана. Республика Башкортостан будет осуществлять свою экономическую модель развития, основанную на глубокой переработке природных ресурсов с внедрением инновационных технологий, развития IT-технологий и поддержки частной собственности. Будет проведена национализация всех природных ресурсов Республики Башкортостан. Напомню, что по Конституции 1993 года все природные ресурсы Башкортостана принадлежали его многонациональному народу. Потом эту статью убрали. Сейчас нашими природными ресурсами распоряжается Москва. И мы видели уже множество волнений по этому поводу. Протестов было как с Куштау, как это было на Кырктау, в баймакских событиях, Ишимбайском районе, ну и так далее. Дальше, после независимости Москва уже не будет иметь никакого отношения к нашей республике. Будет проведена национализация всех природных ресурсов Республики Башкортостан. Мы говорим национализация, а не огосударствлении. То есть смысл в том, что все природные ресурсы Башкортостана, все, что приносит доход от башкирской земли, является достоянием всей башкирской политической нации и должно служить ей. Поэтому, если частные или смешанные компании работают от природных ресурсов нации, это возможно при 2 условиях. Первое. Они должны работать так, чтобы не уничтожать окружающую среду, природу республики, а также не вредить здоровью ее населения. То есть условия контракта должны быть такие, чтобы производитель брал на себя все необходимые расходы по экологическому производству и предотвращению вреда населения, а также нес ответственность за нанесение ему и республике вреда своими заложенными в страховой фонд активами. Второе. Доходы от использования ее ресурсов должна получать не только вся нация в целом, но и каждый ее член. То есть должны отчисляться достаточные средства в твердой валюте в национальный фонд, из которого ежемесячно каждому гражданину республики будет выплачиваться его фиксированная рента. Это позволит нам восстановить в новой форме вотчинное право не только в политическом, но и экономическом смысле. Но ежемесячно, возможно, нет, но ежегодно, я думаю, что стоит
рассмотреть, подумать над этим, чтобы ежегодно из национального фонда какая-то часть его выплачивалась всем жителям, гражданам Республики Башкортостан. То есть, представляете, там Новый год, под Новый год заканчивается, на счет каждому гражданину Республики Башкортостан падает какая-то определенная сумма. Приятно? Приятно. За что? За то, что добываются природные ресурсы из Республики Башкортостан, перерабатываются, продаются, и доходы от этого идут в экономику Республики Башкортостан, а также ее гражданам. Справедливо? Я думаю, что да. После того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, будет создана комиссия, которая займется пересмотром отношений республики с собственниками предприятий, и в том числе расследованием обстоятельств приобретения ими собственности. Если приватизация предприятий произошла мошенническим путем, то данные предприятия будут возвращены в собственность республики. В дальнейшем произойдет честная приватизация с продажей части пакета акций и с сохранением контрольного пакета акций в собственности республики. Это сейчас очень актуально, потому что все мы знаем, что многие наши предприятия, богатые, доходные, республикообразующие предприятия, просто сегодня мошенническими путями приватизированы, захвачены, национализированы Москвой, Россией и перепроданы. Буквально недавно Хабиров продал весь пакет акций Башнефти. Но я думаю, что он даже ни с кем не согласовывал, имею в виду из жителей Республики Башкортостан, просто совершил подлый поступок по отношению к нашей республике. Поэтому, конечно же, все крупнейшие предприятия мы вернем обратно после пересмотра тех соглашений, по которым они были, тех договоров, по которым они были уведены из нашей республики. А уведены они были всегда мошенническим путем. Это и Башнефть, это Салаватнефть Оргсинтез, это БСК, это Башмедь, это УМПО и так далее. То есть, конечно, мы вернем и контрольный пакет акций у крупнейших стратегических предприятий нашей республики останется в собственности нашей республики. Остальной пакет мы честно продадим, я думаю, что международным компаниям. Американским, японским, французским, английским, турецким и так далее, чтобы, как говорится, не ложить яйца в одну корзину, чтобы у нас частью наших предприятий, чтобы нашими предприятиями владели в том числе и известные мировые предприятия, которые бы влияли бы на нашу экономику, приносили бы доход, новые инвестиции, развивали бы, специалистов бы готовили. Я думаю, это путь всех развитых государств. Оно так и есть. Многие предприятия продают свои акции другим иностранным инвесторам, которые потом помогают развиваться этим предприятиям. Дальше. Большой упор власти республики будут делать на развитие туризма, используя богатую природу Башкортостана. Это очевидно, у нас очень богатая и красивая природа. Я думаю, что мы здесь действительно создадим прекрасные, комфортные условия для туризма, с красивыми отелями, с хорошим обслуживанием, с хорошей транспортными услугами, инфраструктурой. И я думаю, что к нам поедут многие жители соседних стран, чтобы посмотреть на наши прекрасные Уральские горы, на водопады, спуститься на сплаве, сплавляться на различных лодках по нашим бурным рекам, попробовать нашу национальную пищу, поскакать на лошадях, пожить в юрте, попыть кумыса, пострелять из лука. Я думаю, что это будет многим интересно. Также Республика Башкортостан, используя свое географическое положение, будет использовать его как транспортный коридор между государствами, которые создадутся за Уралом, и европейскими государствами, а также государствами Средней Азии. Но это тоже очевидно. Наша Республика Башкортостан действительно занимает очень стратегически важное географическое положение. Через него идут пути с юга, со стран Центральной Азии на север, со Свердловской областью, с Челябинской областью, с Пермским краем, и так далее. И с запада на восток, с востока на запад тоже
через нас идут все федеральные трассы, через нашу республику идут нефтепроводы, газопроводы. Поэтому мы находимся в очень стратегическом действительно месте. Этим надо пользоваться будет. Основным приоритетом независимого Башкортостана будет вклад в научное образование молодого поколения башкортостанцев. Будут заключены соглашения с самыми развитыми государствами мира, куда будут отправляться на учебу за счет республики молодые башкортостанцы. Ну, у нас Рахимов уже так делал, и отправлялись действительно многие наши умные башкортостанцы обучаться в те или иные вузы мира. Я думаю, что и Казахстан успешно так делает, Кыргызстан успешно так делает, Узбекистан успешно так делает. Я думаю, что мы тоже так будем делать. Заключим договора с различными университетами мира, Оксфорд, Гарвард, там, Сорбонна, в Турции будут обучаться, ну и так далее. И будем отправлять наших самых умных учеников. Межгосударственные отношения независимого Башкортостана. Независимый Башкортостан будет заинтересован и стремится к максимально добрососедским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям с построссийскими государствами, которые могут возникнуть по соседству с ним на месте нынешней Российской Федерации или с обновленной неимперской Российской или любой иной федерацией, конфедерацией на ее месте, признающей ее независимость. В силу стратегической важности для независимого Башкортостана прямой границы с Казахстаном вопрос Кумадыкского коридора будет решаться либо с Оренбургской республикой или тем государственным образованием, что возникает на его месте, либо с соседними республиками Уральской, Татарстаном, Казахстаном. Гражданство Республики Башкортостан. Очень важный пункт. Гражданами Башкортостана становятся все жители республики, которые на момент признания независимости родились или постоянно проживали на территории Башкортостана. После принесения ими обязательства, ну или присяги, или клятвы на верность Республике Башкортостана, ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю. Те, кто не смогут принести обязательства на верность Республике Башкортостан по состоянию здоровья, признаются гражданами Башкортостана автоматически. Дети гражданина Башкортостана считаются гражданами Башкортостана, которые должны подтвердить свое гражданство с наступлением 18-летия принесением обязательства на верность Республике Башкортостан. Граждане Башкортостана по рождению, которые по состоянию здоровья не способны принести обязательства на верность Республике Башкортостан, продолжают считаться ее гражданами. Ну, здесь, я думаю, понятно все. Есть некоторые граждане, которые физически не могут сделать это, вот, принести клятву на верность Республике Башкортостан. Ну, они автоматически будут считаться гражданами. В гражданство Башкортостана за заслуги перед ним могут быть приняты граждане других государств. Граждане других государств из числа представителей башкирского народа имеют право на получение гражданства Башкортостана после предоставления документов, доказывающих наличие у них предка башкира во втором или третьем поколении и принесением обязательства на верность Республике Башкортостана. То есть те башкиры, которые знают, что они башкиры, что у них корни башкирские, предоставив такие доказательства, могут получить гражданство Республики Башкортостан и переехать в нашу республику. Это практика всемирная, во многих государствах такое делается. Допустим, вот в Польше, в Литве люди, у которых есть корни литовские, могут приехать и получить гражданство после там определенных процедур. Граждане бывшего РФ, постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан и имеющие право на получение ее гражданства, но отказывающиеся приносить обязательства на верность Республике Башкортостан и дальше смогут проживать на территории Республики Башкортостан в качестве резидентов при условии несовершения ими действий, направленных против суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Республики Башкортостан. Такие лица имеют право в любой момент принести обязательства на верность Республике Башкортостан, получить его гражданство, если к тому времени не были признаны Верховным судом Башкортостана виновными в деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Республики Башкортостан. Законные резиденты Республики Башкортостан имеют те же права, что и граждане Республики Башкортостан, за исключением права участвовать в республиканских выборах и референдумах, право занимать республиканские государственные должности и право получать безусловный базовый доход от национального достояния башкирской политической нации Башкортостана. Дискриминация законных резидентов в остальных сферах жизни Республики Башкортостан не допускается. То есть, есть
те жители Республики Башкортостан, которые не захотят приносить присягу, клятву, обязательства на верность Республике Башкортостан, ее конституции, ее законодательству, они не будут изгоняться из Республики Башкортостан, они точно так же останутся жить в нашей республике, пользоваться теми же самыми правами, но они не будут принимать участие в политической деятельности Республики Башкортостан, они будут становиться не гражданами, а резидентами. Ну, то есть, условно, есть какой-то там житель, который не признает, отказывается там признавать независимость, не нравится ему независимость Башкортостана, вот, и он отказывается давать клятву на верность Республике Башкортостан. Ну, мы его не будем выгонять, но он не будет пользоваться правами, такими избирательными правами Республики Башкортостан, не будет участвовать в выборах, не будет сам избираться, а также он лишается безусловного базового дохода, о котором я говорил, который будет распределяться из национального фонда на всех жителей, на всех граждан Республики Башкортостан. Все честно. Если ты не собираешься приносить клятву на верность Республике Башкортостан, значит, скорее всего, что-то с тобой не то, и вполне возможно, у тебя в мыслях есть какие-то нехорошие, да, нехорошие там действия. Ты, может быть, собираешься там в будущем делать все, чтобы Башкортостан вновь стал составной частью России, чтобы он потерял независимость, ну и так далее. Вот, чтобы у тебя таких мыслей не было, мы тебя лишим каких-либо всех избирательных прав, но ты будешь точно так же работать, жить, пользоваться там всеми прелестями независимого Башкортостана. Закон так. Для граждан Республики Башкортостан, поступающие в начальные школы Республики Башкортостан с 1 класса, должны получать начальное, среднее и высшее образование, позволяющее им свободно владеть государственным языком Республики Башкортостан, ну, то есть башкирским. Законные резиденты Республики Башкортостан вправе выбирать для своих детей иные школы или программы обучения на территории Республики Башкортостан или создавать и внедрять их за свой счет. То есть, если ты отказываешься обучаться в государственных школах, где башкирский язык будет обязательный, где многие предметы будут на башкирском языке, определенные там какие-то, ты можешь создать за свой счет частную школу и обучаться там, пожалуйста. Справедливо? Я думаю, да. Так, дети резидентов Республики Башкортостан. Еще раз напомню, что резидент это не гражданин, это человек, который отказался приносить присягу, клятву на верность Республике Башкортостан. Дети резидентов Республики Башкортостан, зарегистрированные на территории Республики Башкортостан, автоматически получают статус законных резидентов Республики Башкортостан. Дети резидентов Республики Башкортостан, имеющих право на получение гражданства РБ, но отказавшихся от принесения обязательства гражданина РБ, имеют право на получение гражданства РБ при условии принесения обязательства гражданина РБ. Думаю, понятно. Лицо, признанное Верховным Советом Башкортостана, нарушившим своими действиями обязательства гражданина РБ, лишается гражданства Республики Башкортостан без права его восстановления. Лишение лица гражданства Республики Башкортостан не затрагивает прав граждан Республики Башкортостан, которые уже получили гражданство по праву происхождения от данного лица. Ну, то есть, какой-то человек нарушил законы Республики Башкортостан, ее конституцию, был признан Верховным судом Республики Башкортостан таковым виновным. Он лишается гражданства, но его дети не лишаются гражданства и остаются гражданами Республики Башкортостан. Вооруженные силы Республики Башкортостан. В Республике Башкортостан будут созданы свои собственные вооруженные силы, формируемые из граждан Республики Башкортостан, достигших призывного возраста 20 лет. Срок службы в армии составляет 2 года, а служивший в армии гражданин Республики Башкортостан имеет право на свободное приобретение, владение и хранение оружия и становится в резервный запас вооруженных сил Республики Башкортостан. Да, мы считаем, что призывной армия на первое время у нас будет призывная, потому что ну, какая-то часть, конечно же, будет ее там ядро, самое такое боеспособное ядро, конечно, будут контрактники, но точно так же мы считаем, что все мужчины Республики Башкортостан должны пройти военную подготовку, отслужить в армии. Только после того, как ты отслужишь в армии, ты будешь иметь право на приобретение, владение и хранение огнестрельного оружия. Также мы считаем, что призывной возраст должен начинаться с 20 лет, а не с 18. Ну, я считаю, что 20 лет это время, когда мужчина действительно становится мужчиной. 18 лет еще слишком рано.
Ну и вообще у нас, конечно же, будет своя армия. И, как я уже сказал, мы будем создавать свои оборонные союзы с Татарстаном, с Чувашией, с Мариэл, с Удмуртией, с Эрзян-Мастор, а также со странами Организации тюркских государств, с Казахстаном. Возможно, мы войдем в Организацию тюркских государств, и, возможно, уже к тому времени будет какая-то, может быть, единый союз вооруженных сил тюркских государств, куда Башкортостан тоже бы с удовольствием вошел. Нам такая поддержка, силовая поддержка, мощная поддержка таких сильных государств, как Казахстан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, конечно же, нужна и важна. Ну вот такой проект. Как я уже сказал, что некоторые моменты, возможно, я бы изменил. Вот, допустим, про языки, где включил бы татарский язык в статус официального языка Республики Башкортостан. Возможно, изменил бы вместо двухпалатный, сделал бы однопалатный парламент. Но в остальном, в принципе, все нормально и все актуально на сегодняшний момент. И если в случае вот прямо завтрашнего коллапса путинского режима, это рабочий документ, по которому можно действительно уже начинать работу, строить независимый Башкортостан. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому проекту. Есть ли какие-то у вас изменения, предложения, критика, согласны вы с ним или не согласны. Напишите об этом, давайте обсуждать. На этом все. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Башкортостан обязательно будет независимым государством. На этом все. Хау булыгы. Хурметли миллет таштар. Осушайтыклим.